Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон. Премьер-министр Монголии Гамбажавын Занданшатар. Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунджун. Модератор пленарного заседания Мария Рыбакова. Добрый день. Добрый день, уважаемые гости почетные, Владимир Владимирович. Добрый день, участники форума, зрители и в зале, и те самые ранние пташки, которые на западной части нашей страны проснулись для того, чтобы посмотреть нашу пленарную сессию. Впереди, естественно, нас с вами ждут и выступления почетных гостей, но как-то в самом начале я бы хотела немножко так перетянуть одеяло на свою сторону, Владимир Владимирович, вы не против? Пару минуток. Украсть, немножко объясниться. Вот смотрите, какая история. Дело в том, что я хочу сразу признаться, я не экономист. То есть я ведущая новостей, я в прошлом юрист. Я москвичка. Я, в общем, одним словом, такой гуманитарий, но я также часто хожу в магазины. Тот человек, который смотрит на цены в этих магазинах, ну и, мягко говоря, иногда удивляется. Я действительно очень много в экономике не понимаю. И, вы знаете, бывает, для того, чтобы найти ответы, ты заходишь там на один замедленный сейчас в Россию и видеохостинг, и там тебе экономисты рассказывают, значит, о том, что все плохо, инфляция, бюджет трещит. Потом ты заходишь на другой видеохостинг, там тебе другие экономисты рассказывают о том, что все хорошо, все замечательно, впереди прорывы, мы всех победим и так далее. И у меня, наверное, как у любого такого россиянина обычного, возникает вопрос. Вот кому верить? Владимир Владимирович, кому верить из них? Из этих экономистов? Вы знаете, я уже отвечал на вопросы подобного рода. Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует. Ну, ничего такого революционного я вам не скажу. Но если обращаться к мнению действительно специалистов, они разные, и вопросы, которые вы задаете, они на самом деле только внешне кажутся простыми. Вот вы сказали про цены. Цены, рост цен – это как бы инфляция. Но в то же Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям, не больше там 4-5%. Но это связано с высокой ключевой ставкой. Это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством. И наверняка вот здесь многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко увеличить, резко снижать. Но тогда цены будут расти. В общем, единственное, что я могу сказать, хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти, правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально. Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении многих лет, на протяжении там, как минимум 1,5 десятков лет, и это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат, создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что будет так и на этот раз. Спасибо большое. Я, может быть, так немножко сумбурно начала, но, наверное, самое главное, что я хотела сейчас озвучить, то, что мне вот как-то хочется сегодня поговорить об экономике, знаете, вот не в высоколобых таких формах экономических, да, не об институциональной экономике, а о такой вот экономике, которая, наверное, понятна и важна обычному жителю Владивостока, обычной семье, которая интересует вот меня и таких, как я.
Давайте я быстренько расскажу, как все будет сейчас происходить, по какому принципу строится. Формат, я думаю, здесь всем знакомый. Сначала у нас будет официальная часть, это выступление уважаемых гостей Владимира Владимировича, и дальше мы уже с вами перейдем к блоку вопросов-ответов. Очень хочется рассчитывать, что это будет дискуссия, но пока я не уверена, что получится, потому что с Владимиром Владимировичем спорить сложно, но я, по крайней мере, попробую. Я тогда передаю слово, конечно, президенту страны, хозяйке форума. Владимир Владимирович, просим вас. Уважаемый господин Сонсай Сипхандон, уважаемый господин Занданшатер, уважаемый господин Ли Хуанчжун, дамы и господа, хочу обратиться сейчас к российской части аудитории и попросил бы вас поприветствовать всех наших иностранных гостей. И со своей стороны хочу выразить слова благодарности нашим иностранным гостям, которые приехали к нам, проявляют интерес к работе с нами и посчитали возможным потратить на это свое драгоценное время. Россия, Владивосток вновь принимают участников и гостей Восточного экономического форума из более чем 70 стран мира. В этом году форум проводится уже в 10-й раз. Напомню, что сама идея его организации была реализована вместе с началом нового этапа развития Дальнего Востока. Той большой работы, которая призвана создать широкие возможности для граждан, молодежи, прежде всего для бизнеса, в полной мере раскрыть ресурсный, промышленный, логистический потенциал этого стратегически значимого региона России, повысить качество жизни дальневосточников. Сегодняшний юбилейный Восточный экономический форум – это не только повод подвести некоторые итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги и наши долгосрочные планы на Дальнем Востоке по наращиванию его роли и в отечественной экономике, и в системе международных связей, прежде всего в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как вы знаете, развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь 21 век. Об этом было сказано в послании Федеральному собранию в конце 2013 года. Затем стала формироваться и обновляться нормативная база. Запущен целый ряд инструментов поддержки бизнеса, включая территорию опережающего развития, режимы свободного порта Владивосток и преференциальный режим на Курилах, специальный административный район на острове Русский. Развернуты масштабные планы по укреплению транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры. Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры опережающего экономического и технологического роста, повышения благополучия жителей дальневосточных субъектов Российской Федерации. И эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы. Так, за 10 лет валовый региональный продукт Дальнего Востока увеличился более чем в 2,5 раза, с 4 триллионов рублей до 11 триллионов. За это время в основной капитал дальневосточных компаний и предприятий было вложено 20 триллионов рублей. Четверть из них в проекты с государственной поддержкой. В таких отраслях, как горно-рудная промышленность, нефтегазохимия, строительство и так далее.
Вот назову, пожалуй, и регионы-лидеры по инвестициям в основной капитал за 10 лет. Якутия – 4,5 триллиона рублей, Амурская область – 4 триллиона рублей, Сахалинская область – 2,6 триллиона рублей. На их долю приходится 55% всех инвестиций в Дальневосточный федеральный округ. Динамика инвестиций в дальневосточных регионах такова, что в прошлом году их объем вдвое превысил значение десятилетней давности в реальном выражении. Для сравнения, по России в целом он оказался в 1,5 раза выше. Тоже хороший результат, но все-таки на Дальнем Востоке лучше. В пересчете на одного жителя сегодня на Дальнем Востоке инвестируется в 2 раза больше средств, если сравнить с общероссийским показателем. Что это означает? Что формируется не просто современная промышленная база, а, по сути, новая индустриальная карта региона. Вот что это означает. На ней уже появились и появляются тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня, такие как Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, Удаканская медь, Забайкалье, газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс в Амурской области, Находкинский завод минеральных удобрений, а также судостроительный завод «Звезда» в Приморье, гидрометаллургический комбинат в Хабаровском крае и другие объекты. Рост деловой, предпринимательской активности, расширение экономических возможностей Дальнего Востока – это основа для дальнейшего развития региона. И важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост. Развивать инфраструктурные логистические связи, обеспечивать надежное снабжение доступной и чистой энергией и, конечно, ресурсами. Отмечу, что сырьевая база Дальнего Востока, добыча полезных ископаемых в регионе расширяются. Так, добыча угля и золота в регионе за 10 лет выросли почти в 1,7 раза, в том числе благодаря заявительному принципу лицензирования недр, который позволил более активно привлечь частный капитал в геологоразведку, кратно увеличить количество открытий новых месторождений, включая такие крупные, как золото-медное месторождение Лугакан в Забайкалье и золото-серебряное месторождение Роман в Якутии. Отдельно затрону тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях, в приборостроении, в атомных технологиях и в радиоэлектронике и так далее. Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Система учета таких запасов налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы. О запуске соответствующих программ говорил и в июне на Петербургском экономическом форуме. Вместе с тем необходимо проводить регулярную ревизию таких ценных компонентов по всей цепочке, в том числе на этапе переделов и экспорта в виде концентратов. Кроме того, нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах. Полгода назад, в феврале, мы говорили и договорились тогда утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года. Далее. Буквально накануне пленарного заседания прошло совещание по энергетике Дальнего Востока. Наверняка многие из вас это заметили, обратили на это внимание. Очевидно, что с развитием экономики, социальной сферы потребность в электроэнергии в регионе будет только увеличиваться. И, соответственно, нужно так планировать ввод мощностей, чтобы они отвечали растущим запросам бизнеса, городов, поселений, граждан. Речь о развитии газовой, современной угольной и атомной генерации и, конечно, об использовании огромного потенциала гидроэнергетики. На реках Дальнего Востока уже действуют и должны строиться электростанции, которые вырабатывают экологически чистую энергию. Их создание требует современных инженерных, технологических решений, и наша ведущая компания «Русгидро» располагает таким опытом, такими заделами. Но очевидно, что для
развития гидроэнергетики требуются серьезные капиталовложения. Поручения на этот счет давались, рассчитывая, что правительство, коллеги в регионах продолжат уделять особое внимание развитию малых и крупных ГЭС. Причем, подчеркну, речь в данном случае идет не только об экономической составляющей. Неотъемлемой частью развития гидроэнергетики является ответственное водопользование, управление многолетними стоками, предотвращение паводков, что прямо влияет на экологию, сельское хозяйство и безопасность городов и поселков. И, конечно, реки Дальнего Востока – это природные транспортные артерии, которые соединяют территории, обеспечивают снабжение городов и поселков в рамках Северного завоза. В этой связи отдельный вопрос – это логистика. За последние годы нагрузка на транспортную систему Дальнего Востока заметно выросла. Укрепляются связи региона с зарубежными странами. Все это требует обновления автомобильных и железнодорожных магистралей, расширения морских терминалов, создания современных транспортных узлов с роботизированными складами и цифровой обработкой грузов. Мы продолжим модернизацию восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в 1,5 раза выше, чем на начало текущего года. Предстоит и дальше расширять железнодорожные подходы к морским портам Дальнего Востока, которые динамично развиваются прежде всего за счет частных инвесторов. За последние 10 лет портовые мощности в регионе фактически удвоились. Сегодня они составляют почти 380 миллионов тонн грузов в год. Вот в соответствии с действующим федеральным проектом портовые мощности Дальнего Востока должны вырасти к 2030 году и еще на 115 миллионов тонн грузов в год. На Дальнем Востоке уже построены транспортные мосты в Китай, Нижнеленинская, Тунцзян и Благовещенск, Хэйхэ. В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейской Народно-Демократической Республику через реку Туманная, который должен быть открыт в следующем году. Нужно активно развивать транспортно-логистические центры в районе этих мостов, чтобы использовать их возможности, пропускные способности по максимуму. Кроме того, модернизируются пограничные переходы. Такая задача также поставлена, решение ее представляет значительный интерес, потому что одной транспортной артерии недостаточно, нужна соответствующая административная логистика. Добавлю, что в каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год, в том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места. В этой связи отмечу инициативу корпорации ВЭП России. Подготовлены мастер-планы развития 12 новых всесезонных курортов в Приморье, на Сахалине и на Камчатке, что позволит в течение 10 лет практически удвоить количество туристов, которые приезжают в эти регионы. Отмечу также знаковые события, такие как восстановление после пандемии ковида авиарейсов между Владивостоком и Пхеньяном, а также запуск прямого авиасообщения между столицами России и Корейской Народно-Демократической Республики. Полет по этому маршруту состоялся в конце июля, а месяцем ранее возобновилось курсирование беспересадочных вагонов между Москвой и Пхеньяном. Уверен, эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран, установлению более прочных связей. Конечно, особо значимая тема как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны, для всего евразийского континента – это развитие трансарктического транспортного коридора. Он пролегает от Санкт-Петербурга через Мурманск, Архангельск и Северный морской путь во Владивосток. Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет, как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков. Причем речь идет не только о единичных, разовых транзитах, а о формировании устойчивой грузовой базы.
Мы будем развивать трансарктический коридор. Вот мы все время говорим про Северный морской путь, но если вы обратили внимание, я сказал и говорю про трансарктический коридор, потому что мы пришли к выводу, что нужно, конечно, оперировать вот соображениями большего масштаба, и нужно, чтобы вот эта артерия действовала как бы в комплексе со всеми прилегающими к Северному морскому пути территориями и с их возможностями. Ну так вот, это комплексная система, которая должна объединить морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена. Все должно работать в единой системе. Нам предстоит не только прокладывать надежные, безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу трансарктического коридора. Впереди и работа, что называется, на берегу. Имею в виду развитие связи и навигации, систем обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры. И, конечно, речь идет о модернизации морских портов в Арктике и на Дальнем Востоке. Кстати, буквально вчера был открыт мультимодальный комплекс «Артем» здесь, в Приморском крае. Он обрабатывает контейнеры, которые поступают как из-за рубежа, так и из регионов России, а также должен повысить эффективность северного завоза. Очень важно, чтобы подобные современные транспортно-логистические центры в нашей стране развивались, чтобы их становилось все больше и больше, чтобы доставка, обработка грузов происходила быстрее и эффективнее. И, подчеркну, именно в таких точках, в логистических комплексах важно применять передовые, в том числе беспилотные технологии. Далее. Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики, учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса. И здесь подчеркну два потенциально значимых направления развития. Это создание современных центров судостроения. Они должны будут выпускать всю линейку судов для работы на маршруте. От буксировки и судов снабжения до балкеров и газовозов ледового класса, а также сверхмощных ледоколов. И второе, чтобы повысить эффективность и устойчивость трансарктического коридора, нужно открыть прямой доступ к грузам из Сибири, с Урала на морские трассы Арктики. Я прошу коллег из правительства, из морской коллегии России оценить целесообразность этих предложений и идей и дать им в этой связи по ним свои предложения. В свое время хороший импульс для экономического роста, для частной инициативы на Дальнем Востоке были передовые, новаторские для нашей страны механизмы, такие как территория опережающего развития. Напомню, что закон о ТОРах был принят в конце 2014 года, а сам механизм был запущен в следующем, 2015 году. Задача заключалась в том, чтобы у нас на Дальнем Востоке создать по-настоящему глобально конкурентоспособные условия для бизнеса. Поэтому мы разрабатывали режимы ТОРов на основе лучших практик делового и инвестиционного климата, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. Какие льготы дает сегодня этот механизм? Ну, коллеги в основном знают, тем не менее, и для наших гостей я повторил бы. Это прежде всего пониженные тарифы страховых взносов 7,6% на 10 лет. Пониженная до нуля федеральная часть налога на прибыль сроком на 5 лет. Сниженная региональная часть этого налога в первые 5 лет она составляет от 0 до 5%, а в следующие 5 лет 10%. Льготная ставка налога на добычу полезных ископаемых. Кроме того, в ТОРах предусмотрена процедура свободной экономической таможенной, зоны, а также возмещение части затрат на инфраструктуру и льготное кредитование бизнеса. Я почему так подробно останавливаюсь на условиях ТОРа? Потому что они уникальны для бизнеса, причем не только для нашей страны, но и для многих других государств, для наших коллег и друзей из других стран. Инструмент ТОРов доказал свою эффективность, помог запустить множество инвестпроектов, системно поддержать предпринимателей, компании на самом важном этапе, в
период строительства, налаживания производства и выхода на проектные мощности. На Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития. В них работают более 300 резидентов, которые положили почти 4 триллиона рублей инвестиций и создали 95 тысяч новых рабочих мест. Уже не раз правительство принимало решение расширить границы конкретных ТОРов под новые проекты. Сейчас, с учетом накопленного успешного опыта, предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов, запустить на всей, подчеркну, на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. И сделать это нужно с 1 января 2027 года. Речь идет о том, чтобы упростить использование инструментов поддержки предпринимателей и компаний их новых проектов. Иными словами, куда бы ни пришел инвестор, в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок, он везде будет иметь право на льготы. Подчеркну, при запуске единого преференциального режима будут сохранены условия для действующих инвесторов в территориях опережающего развития. Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть. В том числе речь идет о резидентах международных ТОРов. Этот инструмент предполагает еще более длинные льготы по налогу на прибыль и так называемую дедушкину оговорку. То есть, здесь в зале все знают, что это такое, тем не менее скажу еще раз, то есть неизменные условия работы на период до 15 лет, а также индивидуальный подход и сопровождение каждого инвестора, в том числе иностранных компаний. Нормативная база уже готова, и с 1 января 2026 года международные ТОРы будут работать в Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономной области и в Хабаровском крае и Приморье. Приглашаем воспользоваться этой новой возможностью всех заинтересованных наших партнеров. Возвращаясь к единому преференциальному режиму на Дальнем Востоке, отмечу следующее. Каким будет его набор преференций, их точные параметры, сроки, отдельную направленность предстоит определить правительству вместе с коллегами в дальневосточных субъектах Федерации. Но что здесь принципиально важно, на что нужно обратить внимание? С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным участием, улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами. В этом, собственно говоря, и суть нового этапа. Нужно сделать территорию всего Дальнего Востока именно территории, где будут развиваться высокотехнологичные проекты. И думаю, что понятно. Но все-таки такая огромная территория с небольшим населением, здесь и с большими пространствами, здесь есть чем загружать людей и осваивать эти пространства современными методами. У нас уже стартовали национальные проекты по обеспечению технологического лидерства страны. На базе каждого из них прошу правительство до конца года подготовить и утвердить соответствующую программу развития применительно к Дальнему Востоку и Арктике. Для технологического рывка необходим действительно смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса. Они должны давать зеленый свет новациям, стимулировать разработку прорывных решений и их внедрение в опытное, а затем и в серийное производство, в социальную сферу и повседневную жизнь. Так, на Сахалине уже действует экспериментальный правовой режим. Он позволяет ускоренными темпами
обкатывать беспилотные технологии. И прошу правительства создать условия для их широкого применения на землях сельхозугодий, в охране природы и природопользования, на производственных и логистических площадках. Но на таких пространствах почему беспилотие-то не развивать? Здесь нет таких угроз, какие могут складываться в густонаселенных районах страны. Да и сама жизнь требует применения таких технологий. У нас, допустим, лесные пожары возникают на расстоянии сотен километров от тех центров, с которых можно реагировать на эти пожары. Ну вот беспилотие в самый раз использовать там на этих пространствах. Ну и другие есть возможности на этих огромных территориях на применение современных технологий. Именно здесь их и нужно применять. А это требует, чтобы кадры были соответствующие. А для того, чтобы были соответствующие кадры, что нужно сделать? Нужно создать условия, чтобы люди здесь могли жить, чтобы им хотелось здесь жить. Социалку надо развивать, культуру надо развивать и так далее. Иначе кадров этих не будет, а значит и не будет тех людей, которые могли бы развивать эти технологии. Это комплексная задача. Очевидно, что такие решения будут востребованы не только на Сахалине, но и в других регионах Дальнего Востока, в том числе в Амурской области, в Забайкальском крае и на Чукотке, да и так далее. В этой связи считаю возможным распространить экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы и расширить его в первую очередь на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных. В июне на Петербургском экономическом форуме говорил о том, как важно использовать преимущества электронных маркетплейсов. В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. И еще. Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных. Конечно, с учетом требований по конфиденциальности и безопасности такого оборота, мы об этом все время говорим. Мы обязательно вернемся к этой теме на форуме по искусственному интеллекту, который состоится ближе к концу текущего года. Рассчитываю, что правительство подготовит предложение на этот счет. Далее. Для разработки и освоения технологий, для налаживания современных производств к 2030 году в России будет открыто не менее 100 промышленных бизнес- и технопарков с необходимыми площадками и коммуникациями. Не менее 10 таких парков предстоит создать на Дальнем Востоке и в арктических регионах страны. Уверен, их современная инфраструктура и возможности будут востребованы компаниями, которые находятся на старте своих проектов и реализуют перспективные начинания. В том числе планируют выпускать продукцию, которая призвана заместить иностранные аналоги, включая строительные материалы, медицинское оборудование, транспортную технику и так далее. Чтобы стимулировать развитие собственных, отечественных производств, нужны условия для более широкого применения так называемых офсетных контрактов, когда инвестор вкладывает в новые заводы, цеха, предприятия под гарантированные заказы от государства. В том числе важно развивать практику межрегиональных офсетных контрактов, когда производство открывается в одном субъекте Российской Федерации, а продукцию по гарантированным заказам продукция поставляется сразу в несколько регионов. Отдельный вопрос касается финансирования инновационных идей и новых технологических проектов. Тут важны усилия не только государства, но прежде всего частных инвесторов, привлечение венчурных инвестиций. Хорошим примером стал фонд «Восход», который уже поддержал около 40 компаний в робототехнике, медицине, в космических технологиях. Я прошу коллег из правительства внимательно изучить опыт этого фонда и помочь с масштабированием его работы на проекты технологического лидерства России. Обратить внимание в первую очередь. В целом считаю необходимым развивать на Дальнем Востоке прозрачную, современную, эффективную финансовую экосистему. У нас уже действует Восточная биржа, по сути, Дальневосточный фондовый центр.
Предлагаю проработать планы его дальнейшего развития, включая финансовые каналы, регуляторную базу, стимулы для размещения корпоративных акций. Уважаемые коллеги, развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего должны вести к повышению благополучия людей, их доходов, к структурному изменению занятости в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране. Повторю, экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. И это не пустой звук, это не популизм какой-то. В этом есть экономический смысл. За последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза. И по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале. Уровень безработицы в регионе сократился с 7 до 2,4% во всех дальневосточных субъектах Федерации. Снизился уровень бедности. Да, в большинстве из них он пока выше, чем в среднем по России, и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркну, динамика хорошая, позитивная. Вот в среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%. А среди дальневосточных регионов бедность ниже среднероссийского уровня в некоторых регионах, в основных. В Сахалине 5,3%, Магаданская область 5,9%, на Чукотке 4,4%. Что отмечу? Мы с вами помним, как на фоне проблем, трудностей в экономике, социальной сфере в конце прошлого года с Дальнего Востока, в конце прошлого века с Дальнего Востока начали уезжать люди. Это была действительно угрожающая тенденция, которую очень сложно было переломить. Но нам это удается. Постепенно, но удается. Приведу показательные цифры. С 2014 года за 5 лет миграционный отток на Дальнем Востоке составил 211 тысяч человек. А уже в следующие 5 лет он сократился до 109 тысяч человек. Тоже много, но все-таки сокращение почти в 2 раза. Причем в 2024 году был впервые отмечен миграционный приток. Небольшой, но все-таки 24 тысячи человек. Да, пока не так много, как я уже сказал, но сам факт изменения тенденции уже стал серьезным достижением. Что особенно важно, на Дальний Восток поехала молодежь, причем со всей страны. Начиная с 2015 года 9 лет подряд отмечается приток ребят в возрасте от 20 до 24 лет. Причем только в прошлом году он вырос в 2 с лишним раза по сравнению с предыдущим годом. О чем это говорит? О том, что здесь можно получить интересную профессию, найти хорошо оплачиваемую работу, обустроиться, решить вопросы жилья, создать семью, воспитать детей. Что именно на Дальнем Востоке создается будущее нашей страны. Молодежь это чувствует, видит и соответствующим образом реагирует. Мы продолжим развитие системы среднего и высшего образования в регионе. Будем постоянно настраивать эту систему на кадровые потребности предприятий и организаций, учитывать прогноз состояния рынка труда с развитием новых перспективных направлений экономики. Уже договорились открыть университетские кампусы в Южно-Сахалинске и Петропавловск-Камчатском, в Якутии, в Хабаровске, в Благовещенске, в Улан-Удэ и Чите. Построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампусы мирового уровня и в Арктике, и в Мурманске, и в Архангельске. Словом, будем формировать все условия для получения качественных, современных знаний и условий соответствующих. Конечно, важно поддержать не только тех, кто собирается приехать в регион, но и тех, кто родился здесь, живет, трудится, кто своими руками делает Дальний Восток, а значит и всю Россию сильнее и успешнее. Нужно добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников и их семей. Это ключевой, важнейший вопрос, который является фундаментом для формирования экономики будущего.
по доступности жилья, состоянию городской среды, экологии, социальной сферы. В горизонте десятилетия дальневосточные регионы должны выйти на уровень выше среднероссийского. Как вы знаете, с этой целью были составлены мастер-планы для 22 дальневосточных городов и агломераций. Они включают в себя задачи экономического развития населенных пунктов, признаны сформировать современную, по-настоящему комфортную среду для жизни, с обновлением жилищно-коммунальной инфраструктуры, обустройством общественных пространств, парков, бульваров, детских и спортивных площадок, с модернизацией социальной сферы. Мастер-планы уже воплощаются в жизнь. На сегодня в их рамках уже создано более 160 объектов, в том числе набережные и детский технопарк в Комсомольске-на-Амуре, стадион в Улан-Удэ и крытый каток Находки. Проведена модернизация судоверфи, построена набережная и разбит сквер в Якутске. Завершено строительство Камчатской краевой больницы. Конечно, успешная реализация мастер-планов зависит от того, как налажено взаимодействие на местах, в том числе, насколько грамотно учитываются аспекты управления городскими агломерациями, которые охватывают сразу несколько муниципалитетов. Прошу правительство вместе с коллегами в регионах в пилотном режиме опробировать механизмы такого взаимодействия во Владивостокской городской агломерации, а затем на основе полученного опыта к 2030 году зафиксировать их в нормативном поле. До конца текущего десятилетия в рамках дальневосточных и арктических мастер-планов предстоит ввести еще более 600 объектов. Об их создании важно применять передовые решения как в проектировании, так и в строительстве. Далее, для финансирования мастер-планов мы договорились сформировать в национальных проектах специальные разделы, посвященные именно Дальнему Востоку и Арктике, а также направить на мероприятия мастер-планов 5% от расходов профильных государственных программ в социальной сфере, инфраструктуре и так далее. И я прошу Министерство финансов обратить внимание на то, что эти решения приняты. Да, там нужно поработать, внимательно посмотреть по всем этим программам, но прошу 5% сюда, безусловно, направить и решить стоящие перед регионом задачи. Кроме того, на прошлом форуме поручил выделить отдельный лимит казначейских инфраструктурных кредитов на мастер-планы городов Дальнего Востока и Арктики. До 2030 года на эти цели будет направлено 100 миллиардов рублей, прежде всего на строительство и обновление инфраструктуры. Такие проекты из регионов уже отбираются на местах и изучаются в правительстве. Подчеркну, ресурсы на них выделяются дальневосточным регионам в дополнение к действующим инструментам так называемого инфраструктурного меню. А это средства Фонда национального благосостояния, выпуск инфраструктурных облигаций, финансирование в рамках федеральных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилья. Все это важный вклад в развитие жилищного строительства на Дальнем Востоке, в повышение доступности жилья для семей дальневосточников. Если в 2015 году в регионе было введено 2,9 миллиона квадратных метров жилья, то в прошлом году уже 4,7 миллиона. Здесь сыграл свою роль механизм дальневосточного квартала с льготами для застройщика. Ну и, конечно, программа дальневосточной и арктической ипотеки с низкой ставкой в 2%, которая изначально охватывала молодые семьи, семьи с детьми, участников программы дальневосточный и арктический гектар. На этой ипотечной программе уже выдано более 165 тысяч кредитов. Мы продлили ее до 2030 года, распространили на участников специальной военной операции, сотрудников предприятий ОПК, врачей, а также на работников сферы образования. Но все
но к этим категориям были обращены и определенные возрастные ограничения. Здесь сделаю важное уточнение. Возможность получить ипотеку по ставке в 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. И прошу правительства внести соответствующие поправки в нормативную базу. Это деньги, которые даже в сегодняшних условиях вполне подъемные, прошу это сделать. Также предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Но именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложения от застройщиков. Конечно, при этом нужно будет учесть и на годы постройки, состояние домов, где приобретается жилье в ипотеку. Прошу коллег внимательно отработать эту тему. Мы уже говорили это применительно и к другим регионам. На вторичном рынке здесь, во всяком случае, точно нужно разрешать эту работу по этим льготным нормативам. Но если не строится там новое жилье, что делать? Прошу отработать, и это решение должно быть принято. Жилищный вопрос – один из ключевых для улучшения демографической ситуации. На Дальнем Востоке действуют увеличенные выплаты при рождении в семье третьего ребенка. Она составляет не 450 тысяч рублей, как по всей стране, а 1 миллион рублей. Значит, и это обосновано. Вот все это в комплексе и дает тот результат, о котором я только что говорил. Молодые люди едут сюда. Сначала такой инструмент поддержки был введен в Приморье, а затем еще в 7 регионах. И сейчас рождаемость третьих и последующих детей в семьях дальневосточников примерно на четверть выше, чем в среднем по России. Тоже показатель. Поскольку эта выплата в 1 миллион рублей направляется на погашение ипотечного кредита, считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают 3 и более детей. Подчеркну, для всех многодетных семей, независимо от возраста родителей. У нас там было ограничение 35 лет, но сейчас женщины рожают и не в 35, и в 40, и больше. Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше. Конечно, семьи дальневосточников, семьи с детьми должны быть обеспечены социальными объектами. Поликлиники, детские сады, школы, больницы. На Дальнем Востоке, в отдаленных городах и поселках востребован подход, когда такие объекты строятся за счет бизнеса, а точнее стратегического партнера, который реализует крупные инвестпроекты, ведет масштабное производство в том или ином населенном пункте. Напомню, еще в прошлом году мы договорились создать такой удобный механизм, чтобы бизнес мог на свои средства на первом этапе строить социальные объекты, когда строит предприятие, и социальные объекты параллельно, чтобы мог строить эти объекты и передавать их региону или муниципалитету, но с возмещением своих затрат. С возмещением как? Через отчисление от будущих налогов при работающем будущем предприятии. Обращаю внимание правительства, нужно вместе с корпорацией ВЭБ России, Игорь Иванович, прошу обращаю ваше внимание на это, нужно широко запустить этот инструмент, в том числе задействовать ресурсы бюджета, предусмотренные на инвестиционные налоговые вычеты. И, конечно, активно использовать институт государственно-частного партнерства и концессий. И в этой связи рассчитываю на деятельное участие ВЭБа в дальнейшем совершенствовании механизмов концессии и ГЧП. Имею в виду создание национального стандарта и модели финансирования в этой части, в этой сфере, что должно обеспечить прозрачность и общее понимание условий партнерства государства и бизнеса в общественно значимых проектах. Механизм простой, ничего здесь сложного нет.
Ну и не такая уж будет большая нагрузка на бюджет, вполне реализуемые вещи. Уважаемые коллеги, Дальний Восток России, Азиатско-Тихоокеанский регион в целом – это территория динамичных изменений, бурного развития, и мы должны поддерживать высокие темпы позитивных перемен, улучшать инфраструктуру отечественной экономики, повышать технологичность всех сфер жизни и более эффективно использовать ресурсный, производственный, логистический, научный потенциал, которым обладают наши дальневосточные регионы и страна в целом. Для этого нужно активно пробовать, широко внедрять смелые новаторские решения в нормативно-правовой базе, в условиях работы бизнеса, в решении задач, которые определяют качество жизни людей. Нужно все это отражать и делать это своевременно. Такие подходы уже зарекомендовали себя здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике. Мы будем и дальше их развивать, настраивать на запросы людей, на потребности бизнеса и региона, на обеспечение национальных интересов России. Конечно, в этой работе важен системный, комплексный подход, способность смотреть вперед, видеть перспективы, ставить большие цели и просчитывать планы по их достижению. Поэтому по итогам нынешнего форума прошу правительство утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Сделать это прошу в течение года. Работа здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике, ведется большая и предстоит большая. И хочу подчеркнуть, особенно обращаясь к нашим иностранным друзьям, мы, уважаемые коллеги, открыты для всех, кто готов в этой работе участвовать. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.